Ну, сели ножки вместе, откинулись назад. Давайте нашу головку будем. Так, вот так, хорошо, молодцы, хорошо. Очередность упражнений Тамара Геннадьевна иногда меняет, но не сам распорядок дня. Когда нужно мыть руки, как правильно есть и какую воду пить, малышам в игровой форме внушают с яслей. Он очень вкусный, но он очень полезный. Он убивает микробы и всякую дрянь выводит из живота. Правила личной гигиены и санитарные нормы придуманы столетия назад. К примеру, предписание мыть руки перед едой есть как в Библии, так и в Коране. Помимо устаревшего водоснабжения, в селах существует еще одна большая проблема – открытые водопроводные колодцы. С некоторых пор они стали заменять обычные мусорные урны. Документальный фильм о том, как соблюдаются санитарные нормы в селах, в нашей стране сняли активисты экологических организаций. Участившиеся вспышки кишечных заболеваний в школах и детских садах заставили Министерство здравоохранения республики разработать новую программу популяризации правил личной гигиены. В ее рамках, в частности, собираются ввести новый предмет, в том числе и в вузовской программе. Как сохранить безопасность воды, как сохранить безопасность продуктов питания, чтобы он не был источником заразы и источником инфекции. Иностранцы же предложили способ, как извлечь из соблюдения элементарных санитарных норм прибыль. В качестве примера в холле установили новый биотуалет. Отходы не загрязняют грунтовые воды, а продукты жизнедеятельности человека можно использовать как сельхозудобрение. Он строится над землей, то есть не яма под землей, а над землей есть камера, в которой храняются фекалии, которые туда попадают через специальный унитаз, в котором есть просто 2 отверстия. Ну, вы знаете, человека тоже выделяется из 2 разных мест, это так и есть, и так что можно, соответственно, вот их собирать. Это очень просто и работает очень эффективно. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, почти 2,5 миллиарда человек на планете живут в антисанитарных условиях. Главная причина – бедность и низкий уровень культуры. 2008 год даже был объявлен годом санитарии, но пока, признают врачи, видимых успехов достичь не удалось. Евгений Печерин, Мирлан Киезбаев, НТС.